Это боевая башня в родовом селении ингушского Тайпа-Тумхой, будто сторожевой великан, молчаливый и неприступный, охватывающий своим взором весь аул и все постройки от мала до велика. Все 15 жилых башен, склеповые могильники и наземные гробницы. Некогда здесь проживали жрецы, специалисты горского права и медицины, что свидетельствует о высоком моральном, нравственном и духовном богатстве ингушского народа. И средневековый храм Тумгой-Ерды тому свидетельство. Это святилище, как и другие 33 объекта башенного комплекса Тумги, начали реставрировать в конце июня текущего года по поручению президента группы Сафмар Микаила Гуцериева. Восстановительные работы на территории башенного комплекса проводятся из средств благотворительного фонда «Возрождение», созданного специально для Ингушетии. Ход реставрационных работ проверяет представитель группы Сафмар Микаил Тумгоев. Там стена была, его по новой поднимаете. Да, мы его просто... И вот, смотри, вот я стал латышь. Сбоку, сбоку исторически шла. А это как? А это, он же овально идет оттуда полностью. И вот до этого угла он овально идет. А вот эта стена прямо идет. И это тоже прямо шло. Уже зайдя вовнутрь боевой башни, которая, согласно данным интернет-ресурсов, построена не позднее 16 века, генподрядчик реставрационной компании Нуруддин Харсиев показывает детально, какую работу уже провели по восстановлению укрепительно-оборонительного сооружения, возведенного в те времена зодчими. Круговую, да, бары, и полностью она, как я тебе там указывал, на самый этот угол упирается эта стена. Мы его, конечно, да, Андали вот так и построим. Исторически. А дальше второй это бойница, город, бойница полностью, да, как и должно быть. Он, а что, они помещения, они, что, хозгалх, они крепкие, они. Боевую башню, в принципе, как и другие жилые, реставраторы буквально откапывали из земли на глубине в 3 метра. Нуруддин Харсиев показал, и вот этот подвал раскопать предстоит и его, руководствуясь в первую очередь проектом, историческими справками и данными экспертов шаг за шагом, придавая первозданный облик. Поднимаясь на этажи выше, замечаешь, как органично сочетаются бойницы и окна. Боевая башня имеет нехарактерный облик. Если задняя стена прямая, то передняя закругленная и упирается в левую часть строения. Очевидно, что определенный замысел в этом был. Так или иначе, снаружи выглядит необычайно красиво. Башенный комплекс Тумги окутан строительными лесами. Реставраторы одновременно заняты на нескольких участках. Реставрационные работы коснутся 34 объектов, из которых 19 башен, 14 склепов и одно святилище. Работы завершены на 8 объектах, в том числе жилых башнях. Это очень большой комплекс по объему. С одного конца до другого конца тут примерно 300-400 даже и больше метров. Проводя реставрационно-восстановительные работы, важно соблюдать историческую точность во всех ее аспектах. К слову, строительный материал, например, камни, используются те же, что и предками, если, конечно, не потеряли изначальный вид и свойства. Стены разрушились или вовсе ушли под землю. Реставраторы их вновь поднимают, и так с каждым объектом. И даже основные компоненты раствора те же, что использовали предки. Мы через институт НИИ узнали все компоненты, которые находятся в этом растворе. И вроде у нас все получилось, и раствор очень хороший. Башенный комплекс Тумги расположен на юге Ингушетии и граничит с Грузией, к западу от реки Аса. Поселение словно защитная крепость, возведенная у самых ворот в горную Ингушетию, все еще хранит в себе былую атмосферу. И как раз задача, поставленная фондом Возрождения, не позволить кануть в лету историческому богатству ингушей, сберечь для потомков сокровища нации, ее память. Вообще эти работы нужно будет провести везде. Где-то их сегодня, где-то их нужно было провести вчера, рассыпались башни, да, посыпались, они стоят. Где-то можно будет провести их через 3 года, через 5 лет, да, но эти работы будут, скорее всего, необходимо провести в полной горной части Ингушетии, где стоят башни. Они сыпятся, им сотни лет, а где-то, может, и 1000 лет, точно не могу сказать, да, поэтому со временем, еще десяток лет от них ничего не останется. И поэтому это сегодня такие аварийно-спасательные, реставрационные работы, чтобы они сохранились. Если мы сегодня эти работы не проведем, их не будет. И это важно. И знаете, там читаешь в средствах массовой информации, там некоторые комментарии, вот там, может, не нужно было их трогать, там еще что-то. Не тронуть их не будет.
Лучше, а? Как Меллер, да. Меллер вот осень, наверное, не простоял бы. Это один из самых больших склепов. И мы вместе там были и увидели, там 2 угла уже ушло. И осень, дожди, и он бы ушел бы во враг, свалился бы в пропасть. Масштабная реконструкция башенных комплексов Горной Ингушетии реализуется благодаря договоренности главы региона Махмуда Али Калиматова и президента группы «Сафмар» Микаила Гуцериева. Сегодня благотворительный фонд «Сафмар» «Возрождение» финансирует строительно-реставрационные работы. Это на данный момент работы идут Эбан, реставрационные Кели, Пуй, Тумхи и Дошхакле. Вот на этих 5 объектах уже идут работы. Где-то завершаются, где-то только начались работы. Как я говорил раньше, у нас поступает много просьб от разных родов республики, тейпов, сделать их башни. Мы их, естественно, ложим. У нас есть специальная папка, где мы это собираем, и в порядке очереди мы идем, двигаемся, делаем реставрационные работы. Поэтому, как сказал Микаил Саварбекович Гуцериев, в ближайшие 10 лет, программа рассчитана на 10 лет, и за 10 лет мы должны эти работы выполнить. Находясь в окружении таких башенных комплексов, как Галушпи, Кязи, Някест и Бишт, башенное поселение Тумги, где сосредоточены в одном месте многочисленные древние памятники архитектуры, стали колыбелью для почти 60 современных ингушских фамилий. Среди них Тумгоевы, Албаковы, Олиговы, Мережковы, Цалоевы, Теркакиевы, Долгиевы, Умаровы и многие другие, которые сегодня выражают благодарность и Микаилу Гуцериеву, и главе Ингушетии за неравнодушное и трепетное отношение к наследию предков. Я дулдячина, я дагдихачина, я лилдячина. Маснина, чобаркла лорсон. Да садолд Микаэли Талиевич команди. Микаэл Хавалвач Хакими. طبعا Гуцерия Микаэль. Да واه волос. Да беркет خلطه مولد حمن. طبعا البيزنسمان شيء قميقا حيفزا. يغاضج يموتج حتوي الولور ويقوم دوق حمده دوق غالي دوق ابيكتي ويلامشك تايدر شيء خو اذا حنيحتن الموضوع جا بروجرام وقتها واتشرا دوق اكشولوجيت ده داجي ابريكت يوخل قدو حمدر دوق مليون جدود ده قيت انا اختارون جاتر الحيه اذا اخشد اخت حشيين اخ سبيشاليست دخا سبيشاليست عمو بيش طبعا يبوخ دابو بيابتو حوين بعد بقي بوخ لا حاجه شلت اخ دير ديت حنشلت وي حم حسوم دور داود وغاض اشتدود استوري حسوم دد ويقومون موت فوندمنتال موت حسوم بابا قيتو درجه الدنيا نبرزنات تاخد داود دوي حد مو يدادوخي وعاشي يحيولج وعاشي تولدوج وعاشي برتدوج وي حم طول دشان ديال خلف ميكال دال بركة دوتو عيل يلد حمن وز حيا لا تشغالا جي دق طايا يسي يعني وزغالاش تحيا رجي طاي جي حبيب وخ دق بوخ حبيب يزر دق بوخ علامة عليهم تهنا وز حواشا قيت سو ميكال غوتسرينا بركل والج سن بركل لوج سن بركل ان داسر تخبادر اشي ازيل دق حمدسو وز حدير هنيا شي اجر حوخ شي قمن وخل راديات سو يرحمها شالله تا شي يحيوش خل رادياتسو حني القونا شي الخلديز يا هم حدي دق رزق ادلوج نخبه تا دق رزق اجدلي مغا سنه دي هنا سغو دي ديالدو اجر حال ديالدو وتي شولا دي شي قونا خلر بعملوج يا هم حدو يا هم دا داسر غسر ميكاليز مغا سن شي بچها ثاني برتو ويسري سو بچها وي والله ماكلاجو بچها محمود علي كلماته سنة بركل لورد هوني هنا سنة ديار ياس خل داسي دولت سميكيل غوتسيرين او حاليات سنة او دا يحتاج هنا نجا سنة يغلاش بور سنة كمان دي هنا شو سنة واشتا دازري هم هذا ديار ياس خل سنة داسي دولت سنة داشي متجا مو هو داشي متجا داجو волос ليلدش هم دا بركة دولت سنة. Важно рассказать о еще одном проекте, который реализуется при содействии фонда «Сафмар» Микаила Гуцериева. В дело сохранения истории, предков и башенных комплексов в первозданном виде будут привлечены для реставрационных работ в Тумги выпускники школы каменщиков. Первая группа уже освоила новые знания и даже может выступать в качестве наставников. У нас, как вы знаете, первый выпуск был 12 учеников. Эти ребята трудоустроены. Сейчас у нас в октябре, начало октября еще 12 учеников выходит.
с подрядчиками, с подрядным организацией. У нас сегодня 5 подрядных организаций, которые делают реставрационные работы. Со всеми уже с ними переговорил. И каждый подрядчик будет к себе брать учеников. Новый выпуск учеников также будут забирать подрядчики, они будут выходить на эти башни, на склепы. У нас уже в Дошлаке работают ребята, которые были первые выпускники школы наследия. Сейчас, как я еще раз говорю, следующие ученики придут сюда работать, в Кели придут работать, еще в Дошлаке добавятся, в Эбан добавятся, то есть они без работы не останутся. Иначе зачем мы эту школу делали, зачем выпускать каменщиков, специалистов, если мы их не трудоустроим? Если они будут трудоустроены, пока благотворительный фонд Сафмар и Возрождение будут проводить в горной части реставрационно-восстановительные работы, эти люди будут трудоустроены. Адам Мережков, Алисхан Гаравожев, Магаз 24.